Мы продолжаем рассказывать о борьбе с пандемией коронавируса. Сегодня, по сути дела, о работе антиковидного центра и поддержке бизнеса. Я Рустем Ахмадинуров. Здравствуйте. Ковид, пандемия, закон-то есть. Человек обязан знать о состоянии своего родственника. И это была просто самая востребованная мера. Им хочется услышать тех специалистов, где лечится его родственник. Создавайте бизнес, Живо, лично сами. получайте, пожалуйста, кредиты. Чук, и ты не пропускаешься. Это просто идеальные условия для ведения бизнеса. И медики добегают, и звонки доходят. Ситуационный антиковидный центр заработал в Уфе с середины ноября и сразу же доказал свою эффективность. Теперь у жителей республики есть помощники, которые не оставят их один на один с болезнью. У нас в гостях координатор центра, заслуженный врач республики Рима Утяшева. Рима, мирно приветствую вас в программе «По сути дела». Спасибо, что нашли время посетить нас и рассказать о том, что делается в борьбе с ковидом. Здравствуйте. В борьбе с ковидом делается многое. И оказание медицинской помощи, социальной помощи. Наша партия «Единая Россия» много помогает. И бизнес. По сути, все, кто здоровые люди, как могут, помогают бороться и жить. Вы возглавили вот этот ситуационный антиковидный центр, который был создан по инициативе и распоряжению Радия Фаидовича Хабирова. Расскажите, чем занимается центр, сколько звонков поступает, какие вопросы? Что беспокоит людей? Ситуационный антиковидный центр действительно начал как система оказания помощи распоряжением главы республики Радия Фаидовича Хабирова для того, чтобы, первое, снять такую социальную напряженность в обществе, которая вызвана незнанием, не достучаться, многие не могут дозвониться, не достучаться. То есть люди стали бояться. Вот этот страх, болезнь распространяется, заболеваемость еще не уходит, есть летальные случаи. И каждый день, начиная с утра, вот столько заболело, столько умерло, и люди стали бояться. Это вот как раз стресс, как я врач говорю. И вы знаете, мы как «Единая Россия» начинали с марта месяца эту работу, и колл-центры. Но это половина. Колл-центры звонки принимают. Но вот как мы с вами, когда работали в нашей «Единой России», это мы ведь начинали. Вы передавали, создали такую структуру, эти медицинские вопросы. По сути, вы меня назначили отвечать как врача за медицину. И мы вот потихоньку своими коллегами, как могли, отвечали. Там быстренько отправляем тут. Вот это, наверное, часть системы. И вторая, конечно, не только звонки. Вот звонки понимает оператор, а ведь решить медицинские вопросы без медиков невозможно. И на помощь, как раз подсказал Радий Фаритович, пригласить медуниверситет. Нам прислали докторов наук, кандидатов наук, которые могут дать полный ответ по данному обращению. Именно что касается, где находится его родственник. Ведь, чтобы узнать, где находится родственник, это надо зайти в систему РМИАС. А это только может медик. Оператор получает звонок. У вас есть доступ в эту Да, систему? мы имеем право. А в систему Промед? Промед где могут, лекарственная? в систему Промед научили, лекарства могут операторы. Но это посогласовали мы с этим РМИАСом. Они заходят, они могут, не лекарства, они могут направить врача на дом вызвать. Потому как операторы, у них основная цель, они закрывают наши звонки, вызвать врача на дом. Он не может дозвониться. Или он дозвонился, врач не приходит, мы объясняем в течение суток. Или он уже говорит, мне состояние плохое, и мы вызываем скорую. Это операторы. А теперь, если уже не может дозвониться до стационара или не может найти, куда делся врач, медэксперт заходит через РМИАС, эту карту, и уже мы находим поликлинику. То есть вот эта система звонок, медик, лечебное учреждение заканчивается, и мы говорим заявителю, ваш звонок услышан, к вам придут, ждите. Через час, через два проверяем, дошли ли. Мы, самый главный, обратный звон. И мы посмотрели, за первую неделю было около 20% недовольных. А вот мы сейчас заканчиваем вторую неделю, и медики добегают, и звонки доходят, и уже мы сегодня новшество сделали. Вы помните, как было плохо, люди не могут найти анализ свои. Сдать
сдали в октябре, мы начали в ноябре, искали анализ только медики. Зайти в систему РМИАС, кто сдал, где сдал. Мы сегодня почти ликвидировали. И второе, Минздрав создал программу вместе с цифровиками. Сейчас люди, которые сдали свои анализы в госучреждениях не платно, а уже лаборатория им отправляет СМС-сообщение с результатом анализа по телефону. Второе, мы смогли создать, мы посмотрели, почему не могут дозвониться люди до своих родных в госпиталях. Там горячая линия есть, но она малодоступна. Это не как у нас в Единой России. Там не всегда берут телефон. Да, да? Там некому и брать. Они все в красной линии. Все работают. Да, и вот туда мы стали заходить, медики. Но мы же знаем, мы с вами законодатели, и мы, когда к нам приходит Минздрав, замминистра Евгений Владимирович Кустов, я ему говорю: Евгений Владимирович, а кто отменил информацию? Ковид, пандемия, закон-то есть. Человек обязан знать о состоянии своего родственника, независимо от пандемии. Сейчас можно к вам позвонить и уточнить информацию о своем родственнике? Да, абсолютно. А у вас связь есть с ковид-госпиталями? Во-первых, операторы уже знают звонки. Оператор, вот, я хочу узнать состояние своего, он находится, допустим, образно говоря, в 18-м госпитале. Вот, пожалуйста, 3 звонка. Он говорит: да я замотался уже, ну там много говорят. Все, сейчас вам скажут, мы доберем фамилию, имя больного, отдает медэксперту, медэксперт заходит в РМИАС, мы некоторые данные говорим, ваш родственник вот в таком состоянии, потом набираем, уже, значит, мы говорим, вот телефон, живо, лично сами. То есть это такой, человеку хорошо мы договорим, но им хочется услышать тех специалистов, где лечится его родственник. То есть вы даете достоверную информацию о том, как лечат родственника и какое его состояние. Сколько работает операторов? Мы подготовили 75 операторов. Они работают двухсменную с 8 до 20, 2 дня отдыхают. Смена А, смена Б. Это волонтеры или кто? Это операторы? Нет, это не волонтеры. Это служащие, журналисты, люди в музее, библиотекари. Но вот сейчас мысль возникает у Рустама Хача Муратова, он уже даже изложил Ради Фаричу, что у нас много состоят в бирже труда люди, имеющие высшее образование, но работы нет. Но это на будущее, на мысль привлечь, ну как-то их научить, даже хотя бы минимальную зарплату. Но это информация на размышление. И у нас ежедневно работает 13-15 экспертов, медиков. Но они работают так, с 8 до 12, с 12 до 8, потому что они же преподают еще дистанционно. Мы привыкли день-ночь работать. Мы понимаем, этот центр, как к нам обращаются, и мы должны это сделать, потому что это обращение к главе республики. И мы так и понимаем, ни одного звонка без внимания не оставляем. Хотел спросить, вот что касается инициативы Путина по лечению амбулаторных пациентов, лечащихся ковидом на дому. Можно ли обратиться в ковидный центр, если лекарства не назначают? Мы открыли распоряжение, там четко написано: бесплатно на дому назначает лечащий врач только в легкой форме. Врач убежден, что этого пациента мы можем вылечить на дому, что этот пациент не попадет в стационар, потому как стационарно тоже бесплатное лечение. Мы когда так объяснили, народ немножко говорит: а так как? Я говорю: вот так, это участковый врач. Он назначает. Иванову полагается, потому что у него показатели легкие после установки ковида. От того, что температура и насморк, это же не ковид. Это стандартное лекарство или какое-то стандарты? Там нет, отработанные стандарты. А что он включает, конечно. Орбидол, парацетамол, небольшой антивирус и сосуды. А коронавир? Коронавир – это туда. Это коронавир может быть назначен, если тяжелый. Не легкая, а уже более усредненная. Это туда. Ведь смотрите, препараты от ковида очень недешевые. И когда вот мне тоже говорят: вот такой препарат можем купить? Я говорю: ну можете купить, а кто вам назначит? Все препараты назначает лечащий врач по состоянию. Кому-то показано. Ведь у нас не только они имеют различные соматические заболевания. Допустим, с астмой это не показано. С диабетом другой препарат, но тоже также антивирусные. Мы к антибиотикам сейчас относимся очень осторожно, потому что во время лечения каждый по интернету выросли такие штаммы антибиотикоустойчивые. Они не поддаются лечению антибиотиками.
наркотиками. Вот это страшно. Поэтому только по назначению По врача. назначению. Как вы считаете, вот работа антиковидного центра за эти 2 недели дает снижение нагрузки на поликлиники? Министр здравоохранения Максим Васильевич Забелин и его заместитель Кустов Евгений Иванович сказали, вы нам намного снизили напряжение. Сейчас вот декабрь, впереди новогодние праздники. Как будет работать антиковидный центр? Мы 31 декабря будем работать до 15 часов. Потом переходим, отдаем скорой помощи. 1 января, думаю, отдохнет центр. Со 2 января продолжаем в таком же режиме. Есть ли какая-то вот ситуация по республике, где вы можете сказать, что вот здесь, допустим, там, я не знаю, на юге... Наиболее острый там, где много жителей. Вот мы запад, вот начиная Уфа, это и Южный Куст, Стерлитамак, Салават, я уже вот на карту говорю, Ишимбай, дальше Нефтекамск, Туймазы. Но вот где меньше, там народу, там 2 звонка, 3 звонка, но тоже... Ну и, соответственно, и заболеваемость, наверное, меньше. А как сотрудники, операторы, эксперты, они вот не болеют? Во-первых, инспекторы, мы никого не пропускаем. Ну вот чуть только они сами звонят, они тут же приглашают. Мы, пока ни у кого не было за эту неделю ковида, мы здоровые, не пропускаем никого. Там у нас такой провизор хороший, даже обратил внимание Раиль Фарич, вы такой вы взяли. Там сразу чук, и ты не пропускаешься. Сидим в масках, социальной дистанции, обработка мы ежедневно смотрим, постоянно выходит, проветриваем, обеззараживаем. Так что мы должны показать пример работы даже в таких условиях. Можно сохранить здоровье и не допускать болезней. Какой все-таки прогноз, когда мы выйдем на плато, как говорят специалисты, и когда все-таки начнется снижение заболеваемости? Как вы считаете? Как только получим прививки, начнем прививаться, у нас пока... Именно от ковида? 60-70% населения будут иметь антитела, иммунную прослойку, я всегда это говорю. Почему мы под гриппом как-то выдерживаем? Правда вы переболели? Правда. У меня вся семья переболела. Люди, ведущие здоровый образ жизни, они делают гимнастику, правильно питаются. Вот мне всегда говорят, я пью самогон, и ничего мне не бывает. Будет, если так будете много пить самогон. Римма Амировна, а вот для старшего поколения есть ли какие-то, скажем, такие возможности узнать информацию из первых уст? Да, я понимаю, указ достаточно жесткий, дома сидеть 65+. Да. Мы сегодня «Единая Россия» продолжаем цикл лекций. Как вы знаете, с началом пандемии мы сделали цикл лекций пандемии, ковид, прочитали почти 800 тысяч населения. Это онлайн-лектории? Онлайн-лектории мы тогда еженедельно читали. А осенью мы перешли на башкирское долголетие, стали читать для пожилого возраста, серебряный возраст. И мы 2 раза в месяц читаем. С 3 часов до 4? Вторник, 2 раза в месяц. Мы читаем, мы даем информацию, рекламируем. С участием врачей? Да. И самое главное, у нас ведущие, главные специалисты, мы же за это время прочитали, и у нас был главный кардиолог, главный пульмонолог, главный терапевт, эндокринолог. То, что людей волнует. Такие лекции мы продолжать будем до конца. У нас еще 2 лекции. Декабря. А мы уже 21 год посвятим, у нас идет 10-летие детства, мы посвятим детям вместе с вами. Онлайн-лектории для старшего поколения, ведущая Римма Амировна Утяшева. Смотрите каждый вторник с 15 часов. Еще одна важная задача во время пандемии – это сохранение экономики. В первые дни локдауна были опасения за предпринимательство. Помогли своевременные меры господдержки. Сейчас в республике формируется уже 3-й пакет. Как себя чувствует малый и средний бизнес? Беседуем с председателем профильного госкомитета Риммой Бойцовой. Римма Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Приветствуем вас в программе «По сути дела». Наша программа посвящена борьбе с коронавирусом. И в связи с этим хотел выразить большую благодарность нашему бизнес-сообществу за то, что оказана и оказывается достаточно существенная поддержка нашим врачам, нашим гражданам. Без них мы бы, наверное, не смогли организовать такую вот заботу о наших людях. Спасибо вам. В первую очередь, конечно, спасибо нашим бизнесменам. Да. Неожиданно проявили самые, наверное, лучшие качества человеческие. Как говорится, друзья в беде познаются. Вот наше бизнес-сообщество такую социальную ответственность высокую проявила. С другой стороны, пандемия ведь оказала серьезное влияние и на бизнес. Вот какова ситуация все-таки сегодня в малом и среднем бизнесе в республике? Удалось ли
удержать от закрытия наши предприятия? Если оценивать формально по статистике, то, конечно, мы видим, например, такую позитивную статистику в части того, что, да, закрываются, но гораздо меньше, чем в целом по Российской Федерации и по Приволжскому федеральному округу. Ну, сколько примерно, условно говоря, из 100%? 10, 5, 20? Если мы говорим непосредственно о закрытии предприятия, то есть вот полностью оно ликвидировано, то здесь процент очень маленький, но буквально там 3-5%. Но я могу сказать, что многие же еще просто ждут, смотрят, как ситуация будет развиваться. Поэтому мы видим в целом снижение выручки, уже сдают нулевые отчеты. То есть мы понимаем, что бизнес просто встал, и, возможно, есть определенная там, да, финансовая подушка, и они еще могут как бы просто присмотреться к ситуации. Поэтому здесь, наверное, окончательные выводы будем делать уже по итогам года, все-таки кому удалось пережить эту историю, а кому пришлось закрыться. Ну, а если говорить об открытии, ведь любой кризис, сегодняшняя пандемия – это в какой-то степени кризис, тоже экономический, это возможности для открытия новых бизнесов. Мы, кстати, когда прогнозировали уже вот весной результаты к концу года, мы не планировали, что у нас будут открываться субъекты малого и среднего предпринимательства. То есть мы ожидали, ну, либо существующий бизнес будет в какой-то степени развиваться, а все остальные, наверное, не будут активно входить в бизнес. А мы видим тенденцию появления новых субъектов, причем в тоже позитивную динамику. Значит, какие направления? Ну, отдельное направление торговли. Все-таки вот продуктовая линейка была... Двигатель прогресса. Да, очень востребована. Дальше, что касается IT-направлений, потому что оказались востребованными различные онлайн-приложения, когда бизнес просит написать такие приложения, которые позволят ему перевести свою торговлю в онлайн, там, онлайн-образование. Ну, то есть меняют форматы вообще ведения бизнеса. Но это, наверное, хорошо, когда мы все-таки в 21 веке. А если говорить о тех мерах, которые приняло правительство, прежде всего весной, вот первый пакет мер, второй пакет мер по поддержке бизнеса, первый, по-моему, на 30 миллиардов, второй примерно тоже на сопоставимую сумму был организован правительством республики. Насколько работают эти меры? Но вот я в целом хотела бы общую картину даже сказать вместе с федеральными мерами, да, какие меры оказались самыми востребованными. Так вот, на первом месте это все-таки компенсация в размере МРОТ сотрудникам. По занятости, если ты 90% держишь? Да, если 90% численности сохранил. И это была просто самая востребованная мера. Там более 20 тысяч предприятий наших смогли воспользоваться. Единственное, конечно, была проблема, потому что коды АКВЭД, ну, целая чехарда была с этими кодами. Но, во-первых, их сложно объективно оценить, что именно эти отрасли пострадали. Вот, поэтому определенная субъективность присутствовала. А потом и сами предприятия ведут бизнес уже достаточно давно. Кто-то не зарегистрировал этот код АКВЭД как основной, да, то есть просто по перечню там регистрировался. Кто-то вообще не указывал, просто поменял вид деятельности, а у нас не запрещено, в принципе, любой вид деятельности вести. А коды АКВЭД не поменяли. Поэтому здесь, конечно, была вот такая сложность. Следующие меры поддержка кредитованию также под заработную плату под 0% и потом под 2%. Это коммерческим банкам компенсировались расходы, и, соответственно, они могли кредитовать уже предприятия. Много таких обратившихся за такими кредитами? В общей сумме, если говорить вот о таком кредитовании под заработную плату, порядка 7 миллиардов рублей, да, получили. То есть это очень большая сумма. Вот. И, конечно, следующий, третий, но это, наверное, даже связано, потому что с банковскими продуктами, это как раз реструктуризация кредитов. То есть это продление, снижение ставки. У нас очень активно микрофинансовые компании приходили за реструктуризацией. А вот четвертая мера поддержки, это была уже республиканская мера, это освобождение от аренды по республиканскому и муниципальному имуществу. То есть более 2000 компаний обратились за этой мерой поддержки. То есть из республиканских это была вот фактически самая востребованная мера. В условиях пандемии коронавируса в республике были приняты меры не только весной, но и сейчас. Вот разрабатываются меры в осенне-зимний период. Что предусматривает третий пакет мероприятий?
мероприятие. Насколько я понимаю, сейчас правительство рассматривает. Мы его даже называем больше не просто меры, которые позволят пережить кризис, еще и меры, которые позволят развиваться дальше. Да, развиваться дальше, потому что очень важно все-таки наращивать объемы. И вот если мы говорим, например, о тех мерах, которые Госкомитет по предпринимательству предложил, в первую очередь это обнуление ставки УСН и по патентной системе. Первые 2 года для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в сфере производственной, научно-технической и в сфере бытовых услуг. Но, в общем-то, это уже не только узкие коды АКВЭД, а целые отрасли, что для нас важно. Что просили предприниматели, во многом говорили, что вот эти уйдите от этих АКВЭДов, да? Да, да. Вот. И, соответственно, это решение уже принято, уже прошло даже рабочую группу в Курултае. Поэтому до опубликования 3-го пакета вот такое решение достаточно оперативно прошло все согласования. Еще раз, какие это отрасли? Производственная, научно-техническая и сфера бытовых услуг. Ну, то есть созидательные отрасли, да, то есть это очень важно, потому что те, кто закрылись, предприниматели, они могут снова открываться, да, становиться индивидуальными предпринимателями. И мало того, ведь на федеральном уровне снижен размер социальных взносов для малых предприятий вдвое. То есть, представляете, налог на доходы платить не нужно, и там социальные взносы по заработной плате в 2 раза ниже. Это просто идеальные условия для ведения бизнеса. Вот. Также мы сейчас предложили, поскольку вот видим по перечню востребованных мер, что реструктуризация была востребована, и кредиты под 0% и 2%. Конечно, коммерческие банки не могут выдавать такие кредиты, поэтому мы предложили программу субсидирования, когда предприниматель в любом банке может получить кредит, а правительство Республики Башкортостан компенсирует процентную ставку до ставки рефинансирования до 4,25. Собственно говоря, вот это уже не только меры, чтобы преодолеть, да, а это меры, чтобы дальше начать развиваться. Да. Получайте, пожалуйста, кредиты, создавайте бизнес. Вот такое как бы поступательное развитие вам республика обеспечит. Ну и сам 3-й пакет, он, конечно, будет уже подробно озвучен во время Международной недели бизнеса. Что предполагает Международная неделя бизнеса? Это достаточно такое интересное мероприятие, насколько я понимаю, международное. Здесь все-таки более глобальное мероприятие. Сосредоточены, действительно очень большие мероприятия, такие как форум малого и среднего бизнеса стран ШОС БРИКС, форум совместно с Российским экспортным центром «Время экспортировать». Поэтому здесь уже такие глобальные экономические процессы будут обсуждаться, да, касающиеся не только малого, но и крупного бизнеса, тенденции развития экономики, как изменится мир, даже для того, чтобы просто вот выйти, да, со своего уровня и понять, что происходит в мире, какие новые процессы, как вообще будет развиваться экономика, конечно, нужно подключаться и смотреть этот форум. Что даст вот эта международная неделя для бизнеса? Чем она полезна вообще для предпринимателей? Во-первых, будут обсуждаться и новые направления бизнеса, которые развиваются в современном мире, то есть не только в постковидном мире. Будет речь идти и об инновациях, о креативных индустриях. Есть интересные спикеры? Все тайны раскрывать не буду, и уже ближе к открытию мы просто анонсируем наших спикеров для того, чтобы привлечь внимание нашей аудитории. Предприниматели все-таки оказались в достаточно сложном положении. Вот какое настроение сейчас в малом и среднем бизнесе? У нас был нацпроект, и он реализуется. Есть ли понимание, вот, что мы сейчас где-то как-то проседаем, допустим, в тех же нацпроектах? Или все, в принципе, достаточно ровно? В рамках нацпроекта ключевые показатели у нас численность занятых в МСП. Конечно, по этим показателям, в части именно поддержки МСП, в первом полугодии выполнили показатели, потому что обращений было очень много, в первую очередь в связи с пандемией. А то, что касается числа занятых, в этом году ведь у нас новый режим, это самозанятые, и они включаются в общее число занятых в МСП. Поэтому, конечно, мы наблюдаем рост. При этом мы никакой административный ресурс не прикладывали к регистрации самозанятых. То есть формально у нас нормальные показатели? Да, показатели у нас все выполнены. За счет во многом то, что мы включились вот в эту программу по самозанятым. Да, в том числе и по самозанятым. Какие планы у Госкомитета, у правительства на следующий год? Во-первых, я могу сказать, что очень существенные изменения в госпрограммах региональных органов исполнительной власти были. Нашу госпрограмму не резали совсем, то есть она осталась
реализовалась полностью вот в том объеме, который была запланирована еще в 2018 году. Это вы имеете в виду бюджет, да, бюджет на будущий год, да? Все понимают, что малый и средний бизнес это все-таки сейчас в удельном весе это не так много, но в части именно людей, в части благополучия граждан, да, базового дохода граждан, занятости, то есть это ключевое направление развития республики. Как вы считаете, то, что премьер-министр выходец из бизнеса, это помогает для развития экономики? Ну, конечно, он все-таки смотрит на проблемы предпринимателей глазами предпринимателей, то есть не глазами чиновников. И это совершенно другой подход. Это была Римма Юрьевна Бойцова, председатель Госкомитета по предпринимательству. Наша программа подошла к концу, я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. А впереди еще традиционный блиц-опрос. Что сегодня вас тревожит больше всего? Если говорить прямо про текущую ситуацию, меня тревожит, что предприниматели, к сожалению, не очень доверяют государству. И, в частности, у нас столько денег выделено на субсидии и на поддержку бизнеса, не очень активно заявляются на это. Состояние наших неуверенность. Я хотела бы, чтобы люди верили. Вот почему-то они теряют веру. Люди должны верить в хорошее. Какие надежды возлагаете на следующий 2021 год? Я верю, в 2021 году мы, конечно, начнем выздоравливать, будем прививаться. И лето, вот все ждут лета, будем отдыхать, как все люди. У меня большие надежды, что мы сможем вовлечь в предпринимательскую активность не стандартные отрасли, которые сейчас являются двигателем экономики. В частности, креативной индустрии, молодых людей, творческих людей. Поможем им коммерциализировать их идеи. Что для вас самое главное в жизни? После того, как я очень не просто заболела, мне кажется, сейчас самое главное здоровье. Свое, своих близких, ну и вообще всех людей. Самое главное в жизни – это сама жизнь, что я живу, вокруг дети, семья, вы, мои друзья, моя работа.